Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Инна Клояна я вам расскажу о главных событиях дня. 30 июня состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Еще до начала эфира от граждан России поступило около 2 миллионов вопросов. Президент Владимир Путин заверил, что ни один из них не останется без внимания. В ходе прямого эфира было задано много вопросов по волнующим жителям страны темам, в том числе о высоких процентных ставках и тяжелых условиях кредитования, которые не дают получить финансовую поддержку развития предпринимательства. На связь с президентом вышел предприниматель. По-моему, он из Курска вышел и задал очень важный вопрос по снижению ставок коммерческих кредитов. На самом деле сегодня для бизнеса это очень ключевой вопрос, ну и, наверное, задача ключевая для всех и коммерческих банков, и для микрокредитных государственных организаций. Владимиром Владимировичем было озвучено, что коммерческие кредиты они должны быть доступны для предпринимателей. Я считаю, что это очень важный момент, поскольку ключевая ставка сейчас 5,5%, да, и, естественно, банки должны предоставлять кредиты не больше 12% годовых процентов для наших предпринимателей. Я думаю, что после сегодняшнего обращения банки начнут снижать ставки с 16-17% до 12 хотя бы процентов, потому что это очень существенная потребность для наших предпринимателей, поскольку, естественно, длинный и недорогой кредит, он сейчас нужен нам всем. Я думаю, что здесь президент, он очень правильно обозначил, и я считаю, что в ближайшее время банки пересмотрят все ставки кредитов. Прямая линия началась с коронавирусной инфекции и вакцинации. Президент высказался однозначно: ковид сам не уйдет. Вакцинация добровольная, но сегодня это единственный способ защиты от коварного вируса. Своим мнением на эту острую тему поделился руководитель агентства по молодежной политике республики Эртене Кулар. Поддерживаю позицию президента Владимира Путина о добровольной вакцинации. Если кто решил вакцинироваться, то надо следовать рекомендациям специалистов, а не слухам. Перед вакцинацией обязательно проконсультируйтесь с врачом, потому что существуют противопоказания. Есть категории граждан, которым выписывают медотводы. Президент России в ходе прямой линии рассказал о 3 новых видах детских пособий. Президент подписал закон, кому полагаются выплаты и как их оформить в сюжете Айданы Хавалык. В июле 2021 года появятся 3 новые выплаты. Беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. Размер пособия – 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В Туве размер пособия беременным женщинам составит 5928 рублей. Заявление можно подать с 1 июля, но не раньше 6-й недели беременности. Вторая выплата на детей от 8 до 17 лет. Единственному родителю или при наличии решения суда о взыскании алиментов. В Туве размер пособий неполным семьям составит 6106 рублей в месяц на каждого ребенка. Заявление можно подать также с 1 июля, но не раньше 8-летия ребенка. Подать заявление можно самостоятельно, используя портал государственных услуг, либо по предварительной записи в клиентскую службу пенсионного фонда по месту жительства. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой у нас в республике призываем наших граждан пользоваться услугами электронных сервисов, а в случае, если данная возможность у граждан отсутствует, можно заявление подавать через местные администрации. А работающие граждане могут подать свое заявление через работодателя по каналам взаимодействия со страхователями. Пособие для школьников к началу учебного года для детей от 6 до 18 лет, а при инвалидности или ограниченных возможностях здоровья до 23 лет. Сумма выплаты 10 тысяч рублей один раз на каждого ребенка, независимо от дохода семьи. Заявление можно будет подать с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Выплата придет с августа по декабрь. Необходимо отметить, что пособия выплачиваются за полный месяц, независимо от даты подачи заявления. Айдана Хавалык, Владимир Шертук, Узел Сарыксерен, ТУВА-24.
Внимание на состояние реабилитационной сферы в республике обратила сенатор от Тувы Дина Аюн. Одним из первых учреждений, которые она посетила, стал Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей. Подробнее расскажет Даян Дансюрюн. Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации для детей принимает маленьких пациентов со всей республики. Он оборудован множеством кабинетов по восстановительной терапии. Однако финансируется центр остаточным принципом. Большая часть оборудования, хотя и выполняет свои функции, но технологически отстает от современных инноваций. Тем не менее, медицинские специалисты прилагают все усилия, чтобы эффект от реабилитационных процедур был максимальным. Сегодня наш центр посвятила сенатор Дина Аюн. Она как человек с активным образом жизни, который неравнодушна к населению, к жителям нашей республики, к своим избирателям. Она плодотворно, хорошо работает на верхних этажах Совета Федерации Государственной Думы. И я надеюсь на переход, на приезд. Наша республика очередной раз приехала и посвятила наш центр. Надо поблагодарить Дину Ивановну. Я надеюсь, что детская реабилитация, она конкретно окажет практическую помощь нашему центру и ребятишкам всей республики. С режимом пребывания для взрослых в центре все строго. В стационар без свидетельства о прививке не попасть. Дети же в стационаре находятся на протяжении определенного периода вместе со своим родителем или опекающим лицом. Некоторые из них, к сожалению, были отданы в дома ребенка при рождении. Именно в стационаре проходит самая активная работа. В нем предусмотрен целый комплекс реабилитационных процедур, которые помогают в восстановлении детям с врожденными и приобретенными осложнениями со здоровьем. И важно понять, как работает обеспечение, да, тот же расчет нормативного страхового запаса, который позволяет и оборудование закупать, да, посмотреть, как это все работает, что нужно сделать, какое развитие возможно этому направлению, учитывая, что у нас в целом по республике около 19 тысяч, да, наших земляков с инвалидностью, в том числе почти 3000 детей, как организована эта реабилитация практически и какие меры совместно с Минздравом Республики Тыва мы можем предпринять. Это один из первых визитов сенатора по медицинским учреждениям, предоставляющим уход или реабилитацию, в том числе и инвалидам республики. Дина Аюн курирует социальный блок вопросов в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В него входят вопросы социальной защиты инвалидов. Для отстаивания интересов этой категории граждан в Совете Федерации Дина Ивановна детально изучит ситуацию в Республике Тыва. Даян Дансюрюн, Владимир Сюртук, Ангар Оржак, Тува-24. Накануне исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык на своей странице в социальных сетях поделился хорошей новостью. В республику поступило более 16 тысяч доз вакцин от коронавирусной инфекции. 16 600 вакцин от коронавируса поступило в Туву. Самая крупная партия, которую нам отправили из Минздрава России после достигнутой на прошлой неделе договоренности. Сейчас наши медики оперативно распределяют вакцины по всем муниципалитетам республики. Уже этой ночью они поступили в районы, а врачи готовы вновь принимать всех желающих привиться от COVID-19. 29 июня в условиях ухудшающейся эпидобстановки руководителем региона Владиславом Хавалыгом было принято решение о досрочном закрытии всех детских лагерей отдыха. Профильным ведомствам поручено в сжатые сроки провести необходимую оргработу, в том числе по механизму возврата денег за второй сезон отдыха, продолжит наш корреспондент Алдылкыз Буян. На пресс-конференции прозвучали ответы на вопросы по социальным выплатам, которые должны начаться с 1 июля, об эпидемиологической ситуации и темпах вакцинации населения в Туве. В сегодняшний день нужно еще достигнуть коллективного иммунитета, привить всех тех, кого можно привить, потому что, еще раз говорю, да, мутации вируса, они только появляются в организме людей, которые и не переболели, и не привиты. Поэтому на сегодняшний день самая главная наша с вами задача – привить наше население от новой коронавирусной инфекции. Нужно привить только по самым скромным подсчетам не менее 60% населения нашей республики. Это чуть более 124 тысяч человек.
На сегодняшний день, вот буквально вчера, вакцина поступила, 16 600 доз поступило. В ходе эпидрасследования установлено, что более 30 детей обращались к врачу с симптомами вирусной инфекции, но сотрудники не сообщали об этом в Минздрав Тувы и продолжали лечить детей на месте своими силами. Эпидемиологи считают, что данный инцидент – повод еще раз напомнить всем о необходимости вакцинации. Понимаете, да, что вакцинальный комплекс состоит из двух прививок. Первый компонент, второй компонент. И для того, чтобы выработался хороший напряженный иммунитет, должно пройти 42 дня. Это не так, что вот первый компонент получил, и уже он себя считает привитым. Просто у нас были такие случаи, поэтому останавливать. После первой прививки должно пройти 21 день. После второй компонент человек получает. Еще должно пройти 21 день. И вот тогда, то есть полный комплекс составляет 42 дня. И только тогда мы можем говорить, что у человека выработался напряженный, хороший иммунитет. Состояние госпитализированных и находящихся на обсервации детей в данный момент оценивается как стабильное. В связи с тем, что второй сезон отдыха в детских лагерях закрыт, встал вопрос о возврате денежных средств, потраченных родителями на покупку путевки. Родители в платформе по кэшбэк зарегистрированы были и получили свою 50% стоимость. Им просто-напросто надо будет заявление вот это вот продублировать, и дальше уже финансисты отработают. Вчера прямой эфир проводили Масленникова Наталья Анатольевна, заместитель министра, вместе с начальником отдела финансово-экономического отдела и государственного отдела. И алгоритм маршрутизации получения мы составили. То есть на местах, если покупали в школе в образовательной, если покупали в управлении образования, там уже коллеги знают, что делать. В лагере «Орленок» ковида нет. Все анализы детей и персонала на коронавирус отрицательны. Отметим, что из-за коронавирусной инфекции детские лагеря закрывают и в других регионах России – Саратовской, Ленинградской областях и в ряде других. На днях коронавирус объявился в Железногорске. Там ковид выявили сразу в 2 детских лагерях. Алдын Казбуян, Буян Мунгуш, Кузел Сарык-Сарен, Тува, 24. 30 июня рабочей группой правительства республики проведена всесторонняя проверка обстоятельств гибели 13-летнего подростка в Дзунхемческом Кажуне. Напомним, 29 июня на автодороге Чадан-Бажин-Алак произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП погиб несовершеннолетний житель Чадана. Продолжит Сайгин Бурбю. Вечером 29 июня в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Дзунхемческий поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания автомашины УАЗ пострадали подростки. По прибытию на место происшествия предварительно установлено, что отечественным внедорожником управлял 13-летний житель города Чадана. Так, 7 подростков в возрасте от 12 до 14 лет, они направились в село Бажин-Алак. На обратном пути уже в 19 часов 58 минут севший за руль другой 13-летний житель города Чадана в силу своего возраста и неопытности, конечно же, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате автоаварии несовершеннолетний водитель он погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Остальные же 6 пассажиров, эти подростки, были доставлены в медучреждение. Они были отпущены на амбулаторное лечение. Родным и близким погибшего мальчика выражаю глубокое соболезнование, стойкости и мужества в такой трудный момент. В нынешних условиях контроль должен быть всесторонний и жесткий. Даже незначительное упущение может привести к печальным последствиям. Подростки, боясь попасться патрулю ДПС, ездили в основном по объездным дорогам. Позже установлено, что автомашина УАЗ принадлежит родителям одного из пассажиров. Установлено, что на тот момент, когда подросток брал ключи, они лежали на виду. Кроме того, родители подростка, на попечении которых находилось 6 детей, они были в состоянии опьянения и распивали спиртные напитки с 27 июня. Таким образом, отсутствие родительского контроля позволило подростку взять лежавшие в свободном доступе ключи от автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Дзунхемческого района, с участием 7 несовершеннолетних, в том числе 1 ребенок погиб, следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователь провел осмотр места происшествия. Будут устанавливаться обстоятельства, приведшие к данной трагедии.
обстоятельства передачи несовершеннолетнему данного транспортного средства. Для установления причины смерти несовершеннолетнего водителя и других пострадавших назначена судебно-медицинская экспертиза. И будут установлены причины и условия, которые способствовали данному происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Данное ДТП вызвало в республике большой общественный резонанс. По поручению исполняющего обязанности главы Тувы Владислава Ховалыга в целях установления обстоятельств происшествия и разработки мер по предотвращению подобных трагедий в Чадане побывала рабочая группа правительства республики. Была организована встреча с активистами Кажуна, Советом отцов, матерей и общественниками. По данному факту нами дана рекомендация проведения информационно-пропагандистской и агитационной работы, направленных на профилактику аварийности, в том числе нетрезвого вождения. Хочется сказать по данному факту, что жителями Кажуна, Тузун-Кемческого Кажуна, села Пажингалак не было зафиксировано, не было контроля со стороны взрослых людей по данному происшествию. То есть весь день дети катались? Дети катались на транспортном средстве с 2 часов до 7 вечера. Включая данное происшествие, в Туве с начала года погибло 6 детей, в том числе 2 несовершеннолетних водителя и 4 пассажира. В целях недопущения фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними Управление ГИБДД МВД по Республике Тува настоятельно призывает родителей и взрослых к ответственному отношению к своим детям и подросткам. Потому что в силу своего возраста дети и подростки они не понимают, что транспорт является источником, в первую очередь, повышенной опасности. И необдуманные поступки управления они могут привести к трагическим последствиям. Сайгын Бирбю, Артеш Бартан, Владимир Сюртук, Мирана Юргит, Тува-24. Наш телеканал вновь возвращается к наболевшей теме пассажирские перевозки. Накал страстей не снижается. Продолжаются массовые жалобы и бурные обсуждения в социальных сетях. Установлен ли график движения городских автобусов и маршрутных такси, узнавала наш корреспондент Айсун Мангуш. Жители города часто жалуются на то, что в утренние часы очень сложно уехать до работы, школы или детского сада. А все потому, что приходится долго ждать маршрутку. В субботу и воскресенье их вовсе не дождешься ни утром, ни днем, ни вечером. Проблема пассажирских перевозок существует уже давно, причем не только у нас в городе, но и в соседних регионах. Зачастую люди утром опаздывают на работу или на учебу, и даже на авиарейс из-за отсутствия автобусов или маршруток на линии. По результатам проведенных конкурсов заключены договоры с 61 индивидуальным предпринимателем и 1 юридическим лицом. Это муниципальное унитарное предприятие «Казалгортранс». В том числе по маршруту 1А с 11 индивидуальными предпринимателями на данном маршруте задействовано 27 транспортных средств. В соответствии с пунктом 3.1.2 договора перевозчики обязаны обеспечить работу автобусов на маршрутах 100% регулярностью и соблюдением графика движения. В противном случае со стороны Министерства дорожно-транспортного комплекса в одностороннем порядке могут быть расторгнуты договора. Министерством полным ходом идут работы по подготовке дополнительных соглашений по ранее заключенным договорам, внесение графика движения автобусов. Как нам пояснили специалисты, мэрия города отвечает за пассажирские перевозки только в черте города. И договоры индивидуальные предприниматели заключают с мэрией. А за маршруты между городом и Кызыльским Кажуном отвечает Министерство дорожно-транспортного комплекса. Маршрут 1А выходит за пределы границ городского округа и является межмуниципальным. И вопрос по организации движения маршрута и остановочным пунктам относится к полномочиям Министерства дорожного транспорта республики. Таких специальных строгих графиков нету. Кто когда входит, тогда выходит. Ну так-то с утра 6:30, 6:15 начинается и до 9 вечера работает. Интервал 5 минут, рейс выходит в день от 16 до 20 автомашина.
Проблема заключается в том, что рычагов воздействия на частных предпринимателей у госорганов нет. Большинство перевозчиков выезжают на маршрут, руководствуясь своей выгодой, а не интересами пассажиров. Так и получается долгое ожидание, испорченные нервы, перегрузы и отдавленные ноги. Айсу Монгуш, Буян Монгуш, Владимир Сюртюк, Ангар Оржак, телеканал ТУВА-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире.